Сотрудники Чувашского УФАС России взяли на контроль ситуацию с повышением цен на медицинские маски в аптеках. Только на этой неделе от жителей республики поступило 5 жалоб подобного характера. Сегодня на пресс-конференции журналистам рассказали о механизме выявления нарушений в этой сфере, а также подвели итоги работы надзорного органа за 2019 год. Коронные цены на медицинские маски жители Чувашии отметили еще на прошлой неделе. О небывалой дороговизне средств защиты от вирусов первым делом высказались в социальных сетях. В нескольких аптеках Чебоксар масок и вовсе не было в наличии. А почем были последние маски у вас? 70 рублей были, 3 штуки. Сколько? 3 штуки 70 рублей? Маски только детские. 15 рублей одна маска. А взрослых нет? Пока нет. Нет? Нет. А когда будут? Ну, заказали, пока не привезли. На пресс-конференции руководитель Чувашского УФАС России отметил, что работа по выявлению нарушений и возможного картельного сговора между владельцами аптек сейчас ведется. Только на этой неделе в надзорный орган поступило 5 жалоб на высокую стоимость медицинских масок в аптеках. По каждому случаю предпринимателям уже были направлены запросы обосновать причины роста цен. Если кто-то от нас будет скрываться, не давать материалы и обоснования, и документы, обосновывающие ценообразование их, значит, мы будем их наказывать за непредставление информации. А там тоже не самые маленькие штрафы. За каждый подобный факт от 100 тысяч, минимальный 100 тысяч рублей. Вот сегодняшняя ситуация, анализ показывает о том, что ни дефицита в аптечных сетях медицинских масок нет, ни такого сильного повышения в целом нет. Сегодня от 2 рублей маска. Понятно, что не везде. От 2 до 15 рублей. Вот наш мониторинг показывает. Целый ворох жалоб антимонопольщики получили в прошлом году от комбинатов питания, которые поставляют чебоксарским школам горячие обеды. Дело в том, что банк, который обеспечивает безналичный расчет учеников за еду, раньше брал за это комиссию в 1% от выручки. А в прошлом году резко повысил ставку до 2,7%. При этом обоснованности такого повышения оплаты услуги комиссия УФАС не обнаружила и предписала банку пересмотреть тарифы. Сейчас предписание приостановлено, поскольку организация обжалует решение. Особый контроль УФАС ведет за реализацией федеральных проектов. Более 80% всех жалоб в этой сфере связаны с объектами строительства вне зависимости от направления деятельности, будь то демография, культура, образование или комфортная среда. Выявлен картель нами при проведении торгов, связанных с участием в торгах по реконструкции Московской набережной, первой-второй очередей. Их 2 организации нами были уличены как участники картельного сговора. Это ООО «Стройком-21» и ООО «Элитстрой». Сумма контракта превышает 382 миллиона рублей. Подводя итоги, Вячеслав Борисов отметил, что жалоб в прошлом году было на 19% меньше, чем